Здравствуйте, это Вести Якутии и я, Виктория Габышева. Сегодня мы находимся в микрорайоне Кангалассы, самым отдаленном от города Якутска. Находится он в 45 километрах. Образовался Кангалассы в далеком 1929 году как шахтерский поселок. Добывали уголь в штольнях, и на берегу реки Лена еще сохраняются, наверное, уже как памятники вот эти самые штольни. А теперь давайте посмотрим, как живут жители Кангаласс. Здравствуйте, как вас зовут? Надежда Викторовна. Очень приятно. Вы давно здесь живете? Живу я здесь 41 год, с 76-го года. Вы, наверное, помните, когда этот поселок процветал? Ну, процветал, конечно. Вот. У нас тут были магазины хорошие, японские, у нас товары тут были, людей очень много ездили. Вот поэтому у нас процветал. А сейчас у нас поселок разваливается. Разрез у нас добывает уголь, но уже меньшее количество, но добывает. Люди разъезжаются. Вот. Намного жителей меньше стало, да? Меньше, конечно, намного. Вот. Но людям у нас раньше, как говорится, здесь у нас стоял магазин. Вот еще приходили сюда, кто на остановку, все в магазине грелись, особенно зимой. Дети у нас ездили, в город ездят студенты, все, и вот стояли. А проезд сколько стоит? Сейчас у нас проезд 96 рублей. Да, ударяет, наверное, по карману. Ударяет, конечно. Кангалассы не один из самых, а самый отдаленный микрорайон. Но вы чувствуете себя горожанами? Получается, проезд на автобусе 96 рублей, тогда как в городе 25. Да. Как-то вот работали над этим вопросом? Да, мы отрабатывали вопрос проезда, но все-таки существуют тарифы. Они экономически обоснованы, экономически защищены. И чтобы облегчить каким-то образом жизнь и проезды нашему населению, городской округ пошел на то, чтобы выделить денежные средства и запустить внутрипоселковый автобус, который бы позволял с конечной остановки 104-го автобуса, который у нас снизу, довозить людей до практически самого верха. На это выделяются по программе денежные средства. Мы сами проводим аукционы в соответствии с 44-м федеральным законом. И этот автобус практически круглогодично, ну там есть разбежка у нас в летний период, потому что в летний период, как правило, этот автобус не нужен. Люди вполне могут ездить на своих машинах, как бы и ходить пешком, да. Но большая часть, практически 10 месяцев в году, нас обслуживает внутрипоселковый автобус. Абсолютно бесплатно причем. Если в городе люди за проезд с определенного места до определенного места заплатят 25 рублей, то у нас этот проезд абсолютно бесплатный. То есть эта программа работает, и этот автобус сейчас в настоящее время ходит? Да, он ходит по определенному маршруту, по определенному расписанию. Ну как, школа сейчас в данное время, она у нас на ремонте, ее закрыли, а дети занимаются, у нас отремонтировали в здании райпо для учащихся, и в администрации у нас занимаются. Половина там, а школу у нас ремонтируют. У нас вот ее покрасили, она у нас оранжевая, сейчас далеко ее видно. В августе месяце перед началом учебного года прокуратура признала здание школы аварийной. Я не могу сейчас держать ответ за тех людей, которые допустили подобные моменты, довели до этой ситуации. Но тем не менее, силами родителей, силами учителей, силами администрации, органов местного самоуправления, мы двигались четко и едино в одном порыве и в одном направлении. Нам было предложено изначально детей возить в школу либо села Тулагина, либо Житай. В одном направлении, одним порывом мы высказали свое мнение о том, что детей из поселка выпускать в наших условиях в связи с нашей отдаленностью, в связи с климатическими условиями, это довольно-таки проблематично и просто небезопасно. Поэтому руководство города, безусловно, пошло к нам навстречу. Приезжали решать этот вопрос здесь, на местах, разговаривали с населением. Была встреча заместителей главы города Якутска. И мы пришли к тому решению, что школа в настоящий момент будет восстанавливаться и ведутся работы по ее восстановлению, укреплению фундамента, фасада.
на этот период первой четверти дети будут располагаться в адаптированных классах, специально сделанных для них. И вот мы их поделили. В одном дети начального звена учатся в специально отведенном и отремонтированном для них помещении. Там организована столовая, горячее питание, то есть все как положено. Будем надеяться, что планов изменений не будет, и дети во второй четверти пойдут в свою школу. Давно вам обещают теплую остановку, да? Обещают нам остановку. В этом году нам ее обещали в сентябре поставить. Несколько чисел было, вот, но мы ждали, думали, что в сентябре у нас уже будет остановка. Теплая, но в этом году, наверное, так и не дождемся до следующих выборов. Вот. Остановка нам нужна, очень нужна. Это единственная остановка у вас или еще где-то есть в городе? Это люди приходят остановка. Утром, уезжают на 6:30 на автобус, приходят оттуда вот из леса, там у нас вот часть тоже поселка. И они вот пешком, пока они сюда доходят, они замерзают. И погреться негде. Автобус приходит в 6:30. Другой раз вот там вот остановится на углу и ждет время. Сразу не подъезжает. Вот время 6:30, он подъехал, загрузился и поехал. Но получается, Кангаласы — это микрорайон. Вы ощущаете себя жителем города? Нет, не ощущаем. Мы Якутска. Здесь заброшенные, никто о нас ничего не думает, можно сказать. Вот. Не заботится о нас. Спасибо большое. Вот, не за что. Спасибо и вам. Вопрос установки теплой остановки в микрорайоне назрел давно. На самом деле, с нашей стороны этот вопрос прорабатывался в течение многого времени. Был проведен аукцион. По итогам аукциона у нас появился подрядчик в лице общества с ограниченной ответственностью «Саха-Грандстрой». По условиям договора в течение полугода он был обязан нам поставить эту теплую остановку. Но, к сожалению, на сегодняшний момент данные условия не выполняются подрядчиком. У него еще есть остался небольшой срок для исполнения своих обязательств. Безусловно, будем еще плотнее отрабатывать с ними по исполнению его обязательств по этому договору. В случае, если этот подрядчик в установленный срок не исполнит свои договорные обязательства, договор будет расторгнут, будет проведен повторный аукцион. Безусловно, это не есть хорошо, опять-таки, для нашего населения. Это движение сроков еще как минимум на 30 дней. Будем работать с населением, объяснять, что существуют также законы, которые не можем мы переступать. Существует определенный регламент, существует определенный порядок действий. Все, что будет в наших силах по установке, теплой остановке, мы будем делать дальше. И, наверное, символом Кангалас может стать этот спорткомплекс, который задумывался совершенно шикарно. Начинал строиться в 80-е годы, в 90-е его пытались реконструировать и ввести в строй. Но сейчас мы видим вот то, что мы видим. И поселок, процветающий поселок, куда мы ездили за джинсами и колбасой, очевидно, тоже, в общем, где-то немножко похож на это здание сейчас, которое стало пристанищем подростков и местных пьяниц. Поселок в основном сосредоточился вот здесь, вот в этих домах. Шахтерский, он формировался из жителей Украины и средней полосы России. А с закрытием производства многие жители остались здесь навсегда, являя широту своей души. Жить так на всю катушку, пить так до белого коленя, вернее, до белой горячки. Пьющих очень много. Но, как отмечают некоторые жители, наши пьяницы самые лучшие. Они остаются добрыми, спокойными. В этом доме живут мои родители. И здесь я наблюдаю некий оживляж, симпатичные скамейки, правда, без спинок, но, тем не менее, они очень оптимистично вписываются в общий ландшафт. И я думаю, что, может быть, это как раз такая первая ласточка для развития поселка. Подавляющее количество людей, насколько я поняла, работает в городе. А чем заняты здесь люди в основном? Все-таки у нас
Существуют предприятия на территории. Это детский сад, это школа, большой коллектив. Единственный республиканский наркологический диспансер, он тоже на нашей территории располагается. Конечно, большое сокращение претерпел разрез Кангаласки, но тем не менее, на сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, 57 человек числится у них на предприятии. Поэтому нельзя сказать совсем, что поселок утром остается без взрослого населения. Нет, конечно же нет. Давайте предположим, что это 400 человек точно остается здесь в будние дни и работают на поселок, на организацию. Некогда была своя пекарня, да, еще там. Все предприятия, столовая была, пекарня был профилакторий. Эти объекты все принадлежали разрезу Кангаласки. И, соответственно, с упадком разреза все предприятия были ликвидированы либо реорганизованы. Какие вы обозначили бы самые такие болевые точки, над чем надо было подумать, допустим, городу, руководству города, чтобы помочь кангаласам в развитии? Чего не хватает у вас? Кроме того, что, значит, производство и так далее, может быть. Ну, давайте так, мы еще раз повторимся, что надежды на индустриальный парк мы не теряем, на развитие этих предприятий. И в первую очередь хочется сказать, что город-то на самом деле нас не забывает. Несмотря на какие-то наши мелкие неурядицы здесь в поселке, мы реализуем практически все мероприятия, которые предусмотрены городом. В частности, федеральная программа, которая сейчас реализуется по городу, это формирование современной городской среды. Наш двор нашего микрорайона, он единственный из пригородов, вошел в эту программу и в настоящий момент реализован. Также мероприятия, проходящие в рамках народного бюджета, наши заявки также поддерживаются и рассматриваются. В плане благоустройства вообще поселка выделяются средства в рамках нашей ведомственной целевой программы на текущее содержание дорог, на освещение микрорайона. То есть все необходимые, скажем так, блага для населения у нас реализуются по нашей ведомственной целевой программе. Плюс дополнительно еще, вот как раз с развитием индустриального парка была разработана социально-экономическая программа развития именно отдельно Кангаласы, Тулагина-Кильдямского наслега. В настоящий момент эта программа, она на стадии, вернее, она утверждена. Нам сейчас необходимо отработать, и причем туда заложено строительство многих социальных объектов, в том числе Дом культуры, спортивный зал, строительство дорог, строительство жилья. Необходимо просто эту программу грамотно сейчас доработать, и перспективы на самом деле у нас большие в этом отношении. Эта программа рассчитана до 2022 года, я думаю, мы ее реализуем. Здание паллиативной терапии, хоспис, где находят последний приют люди, которым уже не в силах помочь современная медицина. Здание большое и в настоящее время многопрофильное. Здесь сейчас располагается местная администрация, несколько классов. Кангаласской больнице долго не везло с главным врачом. Сейчас там работает самый замечательный врач Станислав Павлович Астраханцев. И думаю, не только я за здоровье и жизнь своего отца, но и многие кангаласцы могут сказать ему спасибо. За моей спиной находится территория опережающего развития Кангаласа. Этот индустриальный парк был построен для того, чтобы дать толчок развитию поселка Кангаласа. Алена Александровна, а какое население здесь? Сколько насчитывается? Фактически по переписи 2010 года численность человек 1700. Но фактически проживает, конечно, меньше. Это с учетом работающих, студентов, которые выезжают за пределы нашего поселка. Ну, будем говорить о цифре 1200. Приблизительно так. Получается, что ТОР вообще призван был, в общем, обеспечить рабочими местами. Многие ли задействованы в поселке? На сегодняшний момент четкой информации у меня нет по количеству, но я могу сказать, что изначально было рассчитано плановое, скажем так,
задействованность населения, это около 350 создания, около 350 рабочих мест. На сегодняшний момент хочется отметить факт, что резиденты индустриального парка еще не вышли на полную производственные мощности свои, поэтому в настоящий момент требовать организацию большого количества мест еще рановато. Мы все-таки надеемся, что продолжение будет, что те планы индустриального парка, которые были, они реализуются все-таки со временем, и люди получат возможность работать на заводах и предприятиях индустриального парка. На территории ТСР Кангаласы мы посетили один из цехов. Этот цех принадлежит компании «Теплый край». Что конкретно производит эта компания и чем занимается в этом цеху, мы поговорим с заместителем начальника цеха Григорием Бондаревым. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь? Изготовлением сэндвич-панелей. То есть из сэндвич-панелей можно делать ангары, коровники, ну вот такие вот здания, допустим. А сколько людей здесь задействовано у вас? Так, сейчас работает у нас, не считая меня, 8 человек. 8? Ага. А сколько местных из Кангаласа? Местных у нас пока 1 человек только. И как работает, нормально? Пока нормально. Хорошо. А в плане финансирования как по зарплате? Выше среднего или как обещают? Как у нас сдельное, сколько сделаем, по квадратуре считается. Зарплата сдельная. Хорошо. То есть, нормально, средняя зарплата. Отлично. Как мы видим, первая ласточка индустриального парка так и не смогла оправдать надежды жителей поселка на трудоустройство и высокую зарплату. Оправдает ли жителей поселка Кангалас 2 новые площадки индустриального парка, покажет будущее.